В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Пациенты больницы Якутска получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы. Масштабные учения прошли на якутской ГРЭС-2. Справились ли службы с поставленными задачами? Новый опережающий центр профессиональной подготовки открыли в Якутске. В чем его особенность? Несколько человек получили ожоги глаз в якутской городской больнице номер 3. Пациенты стояли в очереди на компьютерную томографию, а в коридоре на этот момент не была выключена кварцевая лампа. Известно, что у двоих диагностированы ожоги роговицы легкой степени, еще у двоих средней степени. Пострадавшие получили необходимую первичную медпомощь и направлены на амбулаторное лечение. Сотрудников якутской городской больницы номер 3, по чьей вине получили ожоги глаз пациента, будут привлечены к ответственности. Число заболевших коронавирусом в Якутии продолжает расти. По данным регионального оперштаба, за сутки выявили 90 новых случаев COVID-19 в республике. Из них в Якутске 53. В Мирнинском районе 6 заболевших, в Алданском, Мегино-Кангаласском районах по 5. В Верхоянском районе 4. В Алайховском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Намском районах по 3. В Булунском районе 2 случая. 2 человека скончались от коронавируса. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балапкина в ходе брифинга по эпидситуации отметила, что сейчас главная задача – обеспечить все санитарные условия для того, чтобы не допускать распространения COVID-19. По ее словам, борьба с коронавирусом – это не только работа учреждений здравоохранения, но и всех людей. Сегодня на оперативном штабе глава Республики Саха-Якутия акцентировал внимание на базовых позициях. Это прежде всего ответственности тех, кто является работодателями, руководителей учреждений и организаций, как по соблюдению режима термометрии, так и по соблюдению режима масочного режима дезинфекции и непроведения совещаний в реальном времени, только в исключительных случаях, и, соответственно, направление людей на удаленную работу. Сегодня наша задача – обеспечить все санитарные условия для того, чтобы не допускать распространения ковид. Международное авиасообщение в России постепенно возобновляется, однако меры по противодействию коронавирусу в аэровокзалах остаются усиленными. Не исключением стал и аэропорт Якутска. Здесь на днях заработал пункт тестирования пассажиров, прилетающих из-за рубежа. Все подробности узнаем у Петра Васильева. Он на прямой связи со студией. Петр, приветствую, тебе слово. Настя, я тебя приветствую. Действительно, контроль за приезжающими в аэропорту Якутска значительно усилили. Так, 2 недели назад здесь заработал пункт тестирования. Он ориентирован на тех, кто возвращается в нашу республику из центральных регионов, из заграничных командировок, из отпусков и, собственно, летит через Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск или Нижний Новгород. Подробности о необходимости этой меры нам рассказали представители аэропорта. Ежедневно через аэропорт Якутска в среднем проходит от 1000 до 3000 пассажиров по 30 направлениям. Из них по центральным направлениям Москва, Владивосток, Санкт-Петербург проходит от 700 пассажиров. Отмечу, что в период пандемии коронавируса работа аэропорта не прекращалась, пассажиропоток остался на прежнем уровне, и каждый из пассажиров находится на пристальном контроле у врачей. О том, что происходит, если у пассажира выявили признаки COVID-19, нам рассказали сами врачи. Если выявлено признаки коронавирусной инфекции, высокая температура, пассажир сразу в медпункте изолируется в специальный изолятор, и по клиническим проявлениям уже дальше решается дальше, куда его перевести. Отмечу, что меры безопасности по противодействию коронавирусу на этом не заканчиваются. В аэропорту на входе у каждого пассажира, у встречающего и провожающего измеряют температуру. Если она выше 37 градусов, вас для безопасности вашей же и общей, к сожалению, не пускают в здание. Помимо этого, также обязательны маски и перчатки и у пассажиров, и у сотрудников аэропорта. На полу и на сиденьях ожидания нанесена специальная разметка, которая позволяет соблюдать социальную дистанцию. А в залах получения багажа, в залах вылета и прилета и регулярно осуществляют влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Настя, у меня на этом все.
Петр, спасибо. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Петр Васильев. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с победителями и призерами финала 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы». Напомню, наша сборная завоевала 24 награды, стала победителем в номинации «Прогресс года» и вошла в топ-10 лучших субъектов России, в котором занимает 9-ю позицию. Руководитель региона обратил внимание на то, что развитие профессиональных компетенций и становление рабочей элиты Якутии становятся еще более актуальными задачами. Айсен Николаев направил благодарственные письма всем победителям 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» и их наставникам. Всего в финале выступили более 2800 человек из 83 регионов страны. Он стал самым масштабным за все время проведения чемпионата. Масштабные учения прошли на самой мощной электростанции региона Якутской ГРЭС-2. В учениях были задействованы не только сотрудники самой станции, но и врачи, сотрудники МЧС, пожарные и силовики. По сценарию учений в одном из трансформаторов ТЭЦ-1 произошло возгорание, из-за чего прекратилась подача электроэнергии в центральную часть республики. Основные цели тренировки – повышение слаженности работы органов самоуправления, а также отработка действий по защите территории и населения в режиме ЧС. В итоге эвакуация прошла организованно, с обеспечением требований безопасности и соблюдением установленных норм. К данной тренировке привлечены органы управления всех уровней, которые ведут общий сбор, обмен и взаимодействие по обмену информацией. Безусловно, в рамках тренировки мы проверяем средства связи, оповещения населения. Значит, в рамках здешней практической задачи на объекте по замыслу было у нас возгорание в трансформаторной с пострадавшими. Задействованные силы и средства сработали. Думаю, что общая оценка учений удовлетворительна. В Нерюнгри также прошли учения гражданской обороны. Там состоялся осмотр спецтехники сил быстрого реагирования. В учениях были задействованы служба спасения, ГИБДД, водоканал, полиция, бригада скорой помощи, МЧС и силы военизированной горно-спасательной части. Такие смотры показывают готовность сил и средств всех служб на случай ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. После учений всю технику вернули на место постоянной дислокации. Основные силы отреагировали достаточно оперативно, несмотря на условия, которые могли нам воспрепятствовать. Это погода и, условно говоря, площадка, которая используется по непосредственному назначению. Вот. Поэтому отреагировали достаточно быстро, оценка положительная. Доска джалинга, технологии виртуальной реальности и тщательный анализ современных тенденций. Все это теперь применяют в новом центре опережающей профессиональной подготовки. Открытие проекта состоялось в Якутске и было приурочено 80-летию профессионального образования республики. О том, что ожидает обучающихся центра, в материале Саргаланы Неустроевой. Отныне никаких скучных лекций. Кабинеты новенького центра оснащены по последнему писку IT-технологий. Здесь буквально можно очутиться внутри своих проектов. Поможет в этом технология виртуальной реальности. Про классические школьные доски тоже можно забыть. На смену им пришла усовершенствованная технология дистанционного образования. Мы уже начали в апреле работу своего центра. Обученные предпенсионеры, работники дорожной отрасли. Сейчас начинаем проекты по первой профессии школьников. Наш центр будет заниматься 3 направлениями. Первое – это анализ рынка труда. Второе – это профориентация. И третье – это обучение по коротким программам. Уровень оснащенности центра не только восхищает, но и во многом может пугать. В особенности старшее поколение, которое все еще с опаской относится к прелестям технологического прогресса. Однако двери в центр открыты каждому. В этом его главная особенность. В последнее время мы сейчас начали много говорить о том, что профессиональное самоопределение и профессиональное развитие человека, оно происходит всю жизнь. Да? И сейчас вот в связи с тем, что у нас условия жизни улучшаются, мы действительно достаточно долгое время работаем, и выходя на пенсию, многие люди тоже начинают искать себя. Вот, поэтому профессиональное самоопределение – это вопрос такой сейчас очень актуальный.
важный практически для каждого человека. Теперь Якутия гарантированно занимает одну из лидирующих позиций в сфере профессионального образования на Дальнем Востоке. Во многом этому способствовала реализация федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Я думаю, что итогом реализации этого проекта станет эффективность нашей экономики, потому что успешные дети, успешные специалисты внесут свой огромный вклад в развитие нашей экономики. Действительно, работа Центра опережающей профессиональной подготовки уже доказала, что подготовленные ими специалисты становятся по-настоящему конкурентоспособными кадрами. Это доказывают и их достижения на чемпионате WorldSkills и востребованность в сфере IT-технологий, передовой отрасли страны в настоящее время. Саргалана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. В Ленске на этой неделе продолжают заниматься озеленением. На этот раз новую аллею высадили в строящемся сквере Старожилов. Этим летом там удалось выполнить большую часть проектных работ. Последним этапом перед похолоданием стало озеленение. Подробности у наших коллег. Надо садить как у себя, от души все делать. Тогда все расти и будет. Еще маленько. Ну все. Обязательный пункт «Посадить дерево» ветераны выполнили уже не раз. Это они разбивали сады и высаживали аллеи в Молодом Ленске. Теперь вспоминают об этом с гордостью. Первое дерево было посажено у школы номер 3, где-то поля. Я тогда была в 9 классе, школа новая. Я второй выпуск школы номер 3, и вот там было первое дерево посажено. Потом я участвовала в больнице «Сквер». Потом последние мои посадки – это Газпромбанк сквер. Это все до единого там дерева мною посажено. Так что у меня есть сквер бабаевский. А теперь свое дерево у каждого ленского ветерана будет здесь, в новом сквере Старожилов. Березы, яблони и рябинник. Всего 90 деревьев и кустарников. Компанию ветеранам составили школьники. Это им приходить в новый сквер, это им гордиться заслугами основателей Мухтуи и Ленска. То, что останется после нас, и пусть молодежь приходит сюда, это все будет в зелени, это все будет обихожено, и они будут приходить, вот, читать какие-то, сведения о нашей старой Мухтуе, будут отдыхать и будут вспоминать. Это для нас будет как все равно бальзам. На этих архивных кадрах ветераны совместно с общественниками некоммерческой организации «Добродетель» только обсуждают, каким должен быть сквер в исторической части Мухтуи. С момента самой идеи строительства до начала работ прошло 4 года. 3 из них выбранное место просто пустовало. В 2020 году деньги на строительство 23 миллиона выделила районная администрация. И дело пошло. Выполнены работы такие, как планировка сквера. Получается, положили бордюрный камень, вывели электросети под освещение, ну и сегодня вот озеленили. Следующей весной озеленение продолжит. К нему смогут присоединиться и другие старожилы Ленска, которые по состоянию здоровья не смогли поучаствовать в этот раз. Закончат и с благоустройством. Территорию полностью вымостят плиткой и установят лавочки. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. Оставайтесь с нами.